О, может, давайте попробуем. Я говорю, какой вкусный. Я вот там прям прилично поел, потом дальше попробовал что-то еще. А через 2 дня мы приехали уже в Ойлен, и нас там угощают. Говорят, это вот Копалькин. Будьте, говорю, что это такое? Когда объяснили, говорю, я не буду это есть на отрез. Просто ну, вот, ты его берешь, и по запаху, вот, ну вот прям вот трупачина. Прям, И вы ну, поняли, что такие. вы съели. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф. Меня зовут Ирина Ефимова. Сегодня у нас в гостях известный блогер, путешественник Богдан Булычев. Всем здравствуйте. Профессиональный путешественник, исследователь, видеоблогер, пилот раллийной команды Toyota, амбассадор компаний Toyota, Arctic Trucks, Red Fox, Scott, руководитель Арктического экспедиционного центра РГО «Экспо», организатор и руководитель крупных экспедиций в Арктику. Первый человек в мире, который достиг Северного полюса на велосипеде «Фэтбайк». Член Русского географического общества, Ассоциации полярников и Координационного совета по развитию туризма в Ярославской области. Основатель креативного агентства New Jet Group. Но вот я знаю, что это не в первый раз вы в Якутске, не в первый раз мы с вами встречаемся. И расскажите, чем же вас зацепил и привлек наш регион? Ну, я могу сказать, что я сюда приезжаю уже как домой. Связано это с тем, что, во-первых, у меня здесь огромное количество друзей. Во-вторых, родился я на федеральной трассе Колыма, родился в Магадане, но прожил в Ягодинском районе. То есть, если брать по прямой, то это 250 километров до Эмикона, 150 километров до Зырянки. То есть, получается, что практически мы с вами близкие соседи. Ну и, безусловно, это невероятно красивые места, очень интересные люди. Я говорил и говорю, что Якутия – это Россия в миниатюре. Здесь огромное количество малочисленных народов, населяющих территорию Саха. Здесь огромное количество интересных природных мест, то есть там горы, тундры, вот все, что реки, озера, все, что хочешь. Здесь огромное количество ископаемых, здесь очень интересно развит народ, причем сам Якутск очень сильно развит, так же как Москва развита по отношению к России. Поэтому для меня, честно говоря, вот Якутия – это Россия в миниатюре, абсолютно. То есть все, что есть в большой стране, в России есть и у нас в миниатюре? Все здесь есть, да, это такая, она более компактна, но еще раз, то есть если говорить, допустим, по численности именно разных народов, то вот Дагестан еще может поспорить, потому что в Дагестане живет огромное количество национальностей. Даргины, лезгины, аварцы. То есть и у вас здесь тоже просто много народностей живет. Причем все они себя самоидентифицируют как именно как народ Республики Саха. Они все разговаривают на якутском языке. При этом часть из них учит еще дополнительный язык свой. Это либо ивенский, либо юкагирский. Вот, и русский. То есть это, как я говорю, дети из такого улуса, они уже полиглоты по умолчанию. То есть они знают 3 языка, и все 3 языка разные языковой группы. То есть это тюркский язык, это финно-угорский, это русский. Абсолютно 3 разные языка. Говорят, что чтобы понять Якутию, нужно побывать здесь зимой. Чтобы полюбить ее, побывать летом. Вы были здесь и зимой, и летом, и удалось ли вам понять и полюбить наш край? Ну, вы сами знаете, что здесь у вас резко континентальный климат, и в 100 градусов это перепад, так принято говорить, но на самом деле в 107, если брать официально зарегистрированную температуру по Верхоянску, там же был зарегистрирован самая минимальная температура и самая максимальная температура в арктической части. То есть вот в Арктике самое теплое там было зафиксировано, то есть это настолько вот, и там больше 100 градусов перепад температур. Зимой есть свои плюсы. Безусловно, мороз. Я говорю, тот бренд, который вы очень хорошо научились монетизировать. И это действительно стало вашей визитной карточкой. То есть Эмикон и Верхоянск — это просто пробник холода, мороза по факту. Выход на улицу, любая фотография с инеем на ресницах, просто сводки погоды, это вот все кричит о том, что у вас здесь настолько сурово и холодно, что здесь выживают только сильнейшие, грубо говоря, люди, и сильные и телом, и духом. Поэтому зима мне импонирует больше именно по своей такой суровости. Но летом здесь вот, все то, что вокруг белое, все то, что замерзшее, все то, что кажется таким безжизненным, скованным морозом,
по сравнению с центральной частью России, где весна очень плавная, она вот уже сейчас там вовсю уже начинается весна, а здесь даже еще нет, вот на федеральной трассе минус 47, и в Усть-Илимске у нас сегодня, ребят, тоже минус 47, поэтому тут вот как бы, ну, еще далеко до этого. Но как только наступает май, вот буквально там за пару недель, ручьи, солнце, капели, и ты уже не видишь, как вот буквально вчера был снег, а сегодня уже трава, а в июне и в июле просто вот все, как говорится, очень быстрое, яркое, зеленое, невероятно красиво. Поэтому лето здесь тоже очень красивое, за исключением двух вещей. Это комары и мошка. А что новое вы для себя каждый раз находите здесь? То, что каждый раз мы находим что-то новое, это так мягко сказано. То есть мы вот просто такое ощущение, как будто бы заново, вот как будто я постоянно приезжаю в другую, даже не в другой регион, а в другую страну постоянно. Причем, а вот последнее время, как будто даже на другую планету прилетаю. Мы сейчас решили уйти от вот этой географической точки, которая основная. Безусловно, там Новосибирские острова, доехать до них, это действительно было круто, это действительно знаковая точка и для СМИ, и для всего. Но для нас было важнее вот все, что вокруг этих территорий, все, что рядом, то есть, безусловно, природа, люди, обычаи, традиции. И вот в этот раз нам удалось снять просто невероятное количество вот информации. Мы еще это все так вот немножко перемешали с историей от исследования Новосибирских островов, с экспедицией барона Толли, с экспедицией молодого лейтенанта Колчака, когда он уже отправился на поиски экспедиции. То есть мы ехали за одним, а по факту открыли просто совсем другое. И вот сейчас у нас в фильме будет огромное количество, так скажем, материала, который мы будем уделять именно этнической составляющей. То есть вот такой факт, что мы знали, что через Юкагир проходила экспедиция барона Толли. Но мы не знали, что в Юкагире живет правнучка барона Толли, вернее, правнучка Юкагира, который сопровождал барона Толли, и за хорошую ориентировку, за то, что этот Юкагир, Каюр, помог барону правильно проложить маршрут, и они дошли до Новосибирских островов, он ему передал свой компас. Этот компас сейчас находится у вас в вашем национальном музее в Якутске. И только потому, что сейчас он закрыт на реконструкцию, мы не смогли его подснять. Эта правнучка, она, как и ее прапрабабушка, занимается тем, что шьет национальную одежду для мужчин, соответственно, для рыбаков, для каюров, для охотников. И она нам сшила торбаса точно такие же, как на фотографиях были сшиты у барона Толли. Вот вы представляете, насколько, казалось бы, просто Юкагир, просто не один из самых, а самый труднодоступный поселок в республике Саха-Якутия. Я вам точно могу сказать, проехали большую часть, арктической части Якутии, это самый труднодоступный поселок. То есть раз в год туда пробивается вот эта дорога, привозится куча машин, везут сразу продукты, топливо, уголь, вот все, что только можно, и после этого дороги нету. Можно либо зайти морем, но это делают единицы, либо на снегоходах возят зимой. Просто снегоходом, вот там и уголь возят, и детей перевозят. Кстати, аэропорта тоже нет. Ну, ясно, по заказу могут прилететь вертолет, как и везде есть. Но при этом численность населения порядка 120-130 человек. С 20 века численность не менялась, плюс-минус одинаково. Представляете, вот сколько там жило, столько там живет. Количество родов, кланов, 30 фамилий, 30 родовых кланов. Как жило, так и живет. Средний возраст в этом населении 30-45. Как жили, так и живут. И это было так интересно. Мы здесь встретили уже 5 бабушек, ну, такого возраста уже, вот более старшего. Вот с крайней вчера разговаривали, были у вас здесь в кафе Махтал, она на гардеробе стоит. Она говорит: ребятки, я с Юкагира, я уже посмотрел, вот мне скинули там ваши видео. Говорит: вы все правильно говорите. В 50 лет дети ее вывезли в Якутск, а дети сейчас там. И то есть это вот такая преемственность, при этом, при всем, сотовая связь есть, новое здание ФАПа есть, школа есть, садик есть, ДК они строят. Единственное, что интернет у них только спутниковый, то есть нету сотового интернета. То есть, и с кем ты не говоришь, то есть они говорят: нас все устраивает. Вот там девушка была, молодая учительница, она говорит: все отлично, сейчас нужно только вот, ну, мне жениться, то есть, ну, как бы, и вообще все в жизни хорошо. То есть, а так они, то есть там бывают, они едут либо за женами в соседнее, либо наоборот за мужьями в соседнее, то есть вот, ну, там, то есть все, вот
Вот представьте, сколько, то есть и обычно как, ты приезжаешь, говорит, у нас все плохо, мы уезжаем в город, нету вот этой вот ротации, молодежь уходит, старики здесь. Там просто, так скажем, вот образцовое, так как должно быть. Старики пожили, давайте-ка в хорошую цивилизацию теперь сюда, а мы молодежь сюда. Вот так же вот. Богдан, а как стать профессиональным путешественником? Знаете, наверное, точно так же, как становятся профессиональными врачами, профессиональными видеооператорами, профессиональными фотографами, профессиональными астронавтами или космонавтами. То есть это, наверное, призвание. У меня 2 авиационных образования. Я как бы могу сейчас уйти на любую хорошую управляющую. Я ушел в путешествие с должности коммерческого директора аэропорта. Вот. Но я захотел что-то изменить в своей жизни и заниматься тем, чем я хочу. Чтобы, знаете, чтобы жить, наверное, по мечте. Вот по мечте жить трудно. И даже, наверное, тяжело. И многие трусят жить по мечте, потому что есть куча факторов, которые заставляют тебя что-то делать по-другому. То мне вроде бы нужно бы здесь денег побольше, а тут нужна семья, а тут карьера, а вот тут еще что, а тут, может, что-то родители скажут. И люди вот как бы не все осмеливаются жить по мечте. И вот в тот момент, когда я ушел с должности коммерческого директора, мои родители, ну, я думаю, наверное, они даже в душе где-то подумали, что я немножко с ума сошел, потому что обычно с таких должностей никто не уходит. Ни на секунду не жалею, что это сделал, но я не призываю никого уходить с должности коммерческих директоров или с хороших должностей, где вы работаете. Если вы работаете, вам это нравится, однозначно нужно там работать. Но я просто чувствовал где-то внутри, в душе, что я хочу делать что-то другое. И не только для себя. И вот сейчас, когда через фильмы, через YouTube, через современную подачу мы делаем же, вот мы живем век лайков, клипового мышления. Если тебе что-то не понравилось в контенте, ты просто раньше у тебя было 3 канала, ты не мог там особо-то не разойдешься, как говорится. А сейчас, если тебе что-то не нравится, ты просто делаешь скролл и выходит следующий. Делаешь еще один, выходит. Вот если понравилось, ты задержался, почитал или посмотрел. И вот мы сейчас стараемся подавать контент в формате для того, чтобы современный пользователь от молодежи до, так скажем, до возрастной аудитории воспринимали этот контент, и он как бы всем заходил хорошо. Это, знаете, это как вот как общественный транспорт. Его можно любить, можно не любить, но он удобен. Если он хороший, если он чистый, если он вовремя по расписанию, он удобен. Невероятно удобен. В любом городе России, Европы, Америки, везде. Так же и здесь. Если мы просто будем, как в музее, рассказывать о традициях, о культуре, о кухне, о природе народов Республики Саха, то это будет, ну, как бы половина сразу перестанет смотреть. Это про любое вот так можно делать. Но как только мы сюда добавляем какую-то вещь, как мы примеряем это на себя. Вот там, мы ночевали в Эвенском, называется, по-моему, Тордо. Это национальное, как чум такое, да, оленеводческий. Тордох, по-моему, да, с х на конце. Да, Тордох, да, спасибо. И мы ночевали в нем, и у нас на улице было минус 45, и печка как бы заглохла, и мы без печки вот в нем ночевали, укрывшись шкурами там. И вот, то есть в этой серии народ прям будет сопереживать. Мы так или иначе вынудили их на эмоцию. И вот в тот момент, когда они будут максимально переживать, мы дадим им информацию, что это такое, что это национальное специальное жилище, которое использовалось как раз народом во время кочевания при перегонах стада. То есть, если мы просто начали рассказывать, просто перелистнули бы это. А в тот момент они поймут, где же это вы ночуете. И тогда эта информация зайдет хорошо. И вот так мы совсем. Если я приду и начну просто рассказывать разные блюда и рассказывать, что вот это там, грубо говоря, там язык оленя, это там костный мозг оленя, это там жеребятина, это там еще что-то. То, они когда так, а вот когда я говорю, что вы знаете, что есть здесь лошади, которые в определенном улусе едят траву, и после этого их жир становится красным. И есть там доказать, ну, то есть, и подведу все это деликатно, это будет интересно, что, почему он там красный, что еще. То есть, и тогда это точно зайдет. Или мы расскажем про то, что, оказывается, в жеребятине, в молодой, есть определенные микроэлементы, которых больше нет ни в каком мясе. Но это нужно, опять же, все к этому подвести. То есть, у нас есть вегетарианец, который ехал с нами, Влад, оператор. И мы постоянно как бы его так, ну, как бы... Троллили. Ну, очень деликатно, да. Но в тот же самый момент вот этот вот такой, как внутренний якобы конфликт, выходил на то, что мы подводили к тому, что это полезно, и рассказывали почему. И опять же, не навязчиво мы рассказали про всю кухню,
про всю кухню, про традиции местной кулинарии. А это же тяжело тоже рассказать. Если ты будешь просто в бровь говорить, народ переключится, им не интересно это. А так теперь все узнают. Даже если он не хотел это узнать, он уже узнает. А если, как говорится, ты говоришь несколько раз и повторяешь что-то, то тебе уже захочется это и попробовать. И вот тут мы подходим к тому основному, что у нас есть, помимо просто съемок, есть еще определенные цели, которые родились постепенно. То есть раньше для нас была вот важна эта географическая точка. Сейчас она ушла она безусловно есть, но немножко отошла на второй план. Потому что мы взяли более подготовленные машины, которые позволяют дойти до этой точки не за 10 дней, а за 2 дня. И вот эти 8 дней, которые мы получаем форум, мы тратим на то, что снимаем, прям максимально погружаясь вот в эту этническую часть. То есть, когда ты живешь в семье или находишься где-то вот в социуме первый день, на тебя все реагируют, особенно туда, вот куда никто не приезжает, на тебя все реагируют, пока ты вот как бы, непонятно, все эмоционально, мы на камеру ничего не будем говорить, проходит 6 часов, мы уже покушали, уже пообщались, уже показали какие-то нам фотографии, рассказали что-то еще, показали какое-то что-то там, одежду национальную, и вот после этого начинается уже разговор свой, по-свойски. И в этот момент они уже не обращают внимания на камеру. Они общаются с нами, вот как вот мы сейчас с вами просто общаемся. И мы получаем такую информацию, человек дает совсем другое. Вот, то есть он не пытается вот что-то сказать вот в камеру, лишь бы, то есть мы получаем искреннюю информацию. Ту, вот, которую как раз и нужно для YouTube. То есть нам нужна живая картинка. Вот потому что если нужно какое-то кино, или если нужно что-то более документальное, для этого есть телевизор, для этого есть вы. Вы с этим отлично справляетесь. И мы, по большому счету, и не хотим с вами конкурировать, потому что у нас нет, в принципе, даже такой возможности. То есть у нас там 2 скромные камеры, монтаж дома на коленке. Ну и 500 000 подписчиков в соцсетях. Это уже другое, да. Вот. И получается, что наша цель немножко, цели одинаковые, но подходы разные. Вот. И на выходе, когда ты вот за эти дни вживаешься уже туда, ты становишься частью этих людей, то есть ребят, которые вымораживают машину, которая провалилась, или оленеводов, которые в своем стаде, они уже на тебя не обращают внимания. Все, и ты получаешь этот уникальный контент, когда люди просто занимаются своим делом, не обращая на тебя. А нам это и нужно. Нам нужно показать, как вообще здесь все это проходит. И самое интересное, что сколько раз мы сюда приезжаем, вот каждый раз открываются новые грани, причем не одна какая-то, а их просто невероятное количество. И в тот момент, когда я уже думал, что все, я уже практически все знаю, вот знаете, как вот что ты можно уже... делать в этой Якутии? Не так, не что мне, я знаю, что мне делать, поверьте мне, проектов 15 у нас есть сюда по вашему региону, а в том плане, что я уже знаю, меня вроде тяжело удивить, грубо говоря. А ты приезжаешь, и вот эта же самая оказалась вещь, но чуть под другим углом, с другой историей и уже с более глубоким погружением в нее, заставляет тебя понять, что это не просто Сергей с определенным орнаментом, а это Сергей именно из вот этого улуса, потому что вот этот орнамент говорит об этом, а вот это говорит об этом, и ты такой, когда ты все это понимаешь, ты говоришь, вот это да. То есть, знаете, погружение в культуру, это совсем уже другое. Вот. И вот мы сейчас, слава богу, стараемся максимально показать именно всю многогранность того, что здесь есть. А интересно ли вашим подписчикам из года в год смотреть про Якутию, или есть уже такие комментарии, что, мол, когда в другой регион, может, хватит уже? Знаете, это такая ситуация, в конце каждого сезона они пишут, отлично, все, мы все узнали про Якутию, какой регион будет следующий. Начало сезона, они говорят, что, Якутия опять будет? И это буквально первая серия, когда у нас идут только сборы, грубо говоря. Как только мы съезжаем с федеральных дорог, все, сразу, как говорится, тон меняется на то, что же будет дальше. Плюс мы там определенно по-своему все это поддаем, всегда делаем небольшую затравочку о том, что будет в следующей серии. И, как я называю, мы делаем сериал. То есть раз в среду у нас на канале выходит видео, как часы, все. И вот в прошлом, по-моему, у нас вышло 36 серий, представьте себе. Каждую среду по серии. То есть это сериал. Просто люди его писали в комментариях, что мы так Санта-Барбару не ждали, и «Игры престолов», как ждем то о том, как рассказ про Арктику, про север. Получается, лет 5 уже, да? Да, канал с 2015 года, но до 2018 года он был такой, что-то мы там делали, и просмотров было не так много. Но я просто не сдавался, сделал, выкладывал, монтировал сам на коленке.
в воскресенье там выделял 2 часа, просыпался раньше, чтобы потратить время на канал, а потом уже время на семью. И потом постепенно, помню, первую 1000 просмотров, первые 10 тысяч просмотров, потом первые 50 тысяч, а потом, когда было первые 100 тысяч просмотров, я там просто был очень сильно счастлив и рад. Сейчас, безусловно, это большая команда, это определенный продакшн уже свой, то есть у меня там 3 человека занимаются монтажом, в зависимости от разных, каждый делает свое. Человек, который отвечает за спецэффекты, 4 видеокамеры, 2 фотографа, менеджеры, там, то есть это уже целая команда. Это уже продакшн. Тоже продакшн, да. А на Северный полюс на велосипеде вы ездили в одиночку, без команды? У нас был хороший большой проект. Мы должны были на велосипедах, на 2 или на 3 велосипедах, первыми в мире добраться до Северного полюса, стартовав со станции Борнео. Мы все договорились, и одна из компаний-производителей велосипедов, и он сам швед, генеральный директор этой компании, но живет в России. То есть он именно российского агентства, представитель отделения. Он говорит, я хотел бы тебя познакомить с Олегом. С Олегом Тиньковым, для того, чтобы, он же велосипедист, и, может быть, он вас поддержит. И в итоге получилось так, что мы встретились, рассказали о проекте, дали ему всю информацию, и по итогу просто Олег решил поехать сам, забрав весь наш проект, и просто поставил нас перед фактом, что он все заплатил тем же людям, и он в эти даты едет сам, без нас. То есть тот же вертолет, который мы должны были, тот самолет, все, его уже нет, он летит, везет его. И у нас, собственно, не оставалось там ни времени, ни бюджет был совсем другой. И пришлось не ехать всей команде, а мне одному, потому что это было дешевле. И на 5 дней я прилетел раньше Олега на Северный полюс. И тут уже шел вопрос, как я называю, просто спортивный интерес, кто кого. То есть это как Скотт и Амундсен, которые боролись за Южный полюс. За Южный полюс. У нас был Северный полюс, и кто вперед доедет. У меня оставалось, то есть я за 5 дней прилетел, 1 день был там на подготовку, оставалось 4 дня. Сразу ребята мне сказали, что с условием дрейфа льда они могут меня забросить на определенную точку. Если вы знаете, то Северный полюс это не материк, это просто лед, замерзший в Северном ледовитом океане, который постоянно движется за счет течения. То есть если подгадать правильную траекторию и встать на льду, то, допустим, через 15 дней ты будешь там в 60 километрах от Северного полюса, и через 15 дней ты додрейфуешь прямо до полюса. То есть он тебя может завести, а потом опять куда-то. То есть это определенный дрейф. Мы рассчитали, то есть куда меня нужно забросить, чтобы я шел не как по беговой дорожке, вернее, не как, чтобы я шел как по беговой дорожке, чтобы Северный полюс мне шел навстречу, и я еще к нему шел навстречу. И тогда скорость движения увеличивалась в 2 раза практически. Мы рассчитали эту точку, они меня забросили, это уже был более сокращенный маршрут, потому что мы хотели пойти большим маршрутом, здесь был короткий. И за 3 дня на велосипеде я добрался до туда. Было много всяких приключений. Одно из самых важных моих было приключений — это трещина, которая образовалась между мной и палаткой. Благо велосипед был на моей стороне. Разошлась трещина, мы запросили по спутнику снимки из космоса. Оказалось, что в одну сторону она была 15 километров, в другую 12, а до Северного полюса оставалось там тоже в районе 15. То есть я понял, что если не идти за палаткой, то это 15, 15, 30, забрать палатку, потом 5, 15, 15, 60 и потом здесь. Или здесь напрямую. Я махнул рукой на палатку и отправился к Северному полюсу. Но одну ночевку все-таки пришлось сделать без палатки. Там нужно понимать, что в тот период, когда мы шли, это был полярный день. То есть 24 часа светит солнце. Солнце ходит так просто в зените практически, потому что ты находишься в самой этой точке, где оно ходит. Такой, знаете, обманчивый, я называю это обманчивый мороз. То есть вопрос такой, что солнце греет тебе лицо и кажется, что на улице тепло. Но по факту, если ты снимаешь варежку или что-то, то там примерно где-то в районе минус 30, минус 32, там бывает до 37 в среднем. Но он такой колючий, соленый такой, ветреный мороз. И то есть по ощущениям кажется, что вроде можешь загорать, но по факту реально очень холодно. И при езде на велосипеде очень главное что? То есть когда ты едешь на велосипеде, ты едешь без основной куртки для того, чтобы у тебя дышало все через специальные мембраны. А когда останавливаешься, ты должен быстро накинуть пуховик, иначе ты замерзнешь. И спать, соответственно, тоже основная проблема, это если ты закрываешь глаза, ты все равно видишь солнце. То есть ты попробуйте на солнце закрыть глаза, все равно светло. Поэтому это такие я натягивал свой капюшон, маска до сна осталась в палатке, поэтому я натягивал капюшон, как мог там кутался. И спал примерно, то есть там 20 минут спишь, 2 часа едешь, 20 минут спишь, 2 часа едешь. То есть в таком режиме, потому что
Я уже заранее к этому готовился. То есть там нету дня и ночи. То есть там вот просто нужно перестраивать свой организм на другой как бы биологический ритм. И что в итоге получилось добраться раньше Тинькова? Да, успели, все нормально, все получилось. Я приехал, отправил ему фотографии, как бы, и он меня поздравил с тем, что мы приехали, с тем, что я добрался первый, и они через 2 дня были после меня. Он тоже мне прислал свои фотографии, тоже сказал, что мы на полюсе, я его поздравил тоже с тем, что он на Северном полюсе, правда, второй уже после меня, но тем не менее. А вот эта экспедиция, которая через Евразию, которую вы остановили, в прошлом году из-за пандемии, она будет иметь продолжение? Да, мы должны были в этом году делать ее второй этап с севера на юг, с мыса Челюскина до мыса Пиай в Малайзии, но так как границы до сих пор закрыты, мы изменили ее на внутреннюю часть. Это опять же к вопросу, как повлияла пандемия вообще на нас в частности. Вот, она нас также затронула, и мы повернулись в сторону внутреннего туризма, и весь свой сезон, практически 1,5 месяца мы направили на один регион. И я считаю, что это, мне так кажется, что он стал даже более насыщенным, чем если бы мы ехали через всю Евразию с севера на юг. А с кем из якутских путешественников вы знакомы? Буквально вчера мы разговаривали с Германом Арбугаевым, известным якутским, не знаю, как можно назвать его, ресторатором, меценатом, путешественником, то есть просто хорошим человеком. Предприниматель, да? Предпринимателем. И как раз как бы Герман следил за нашими поездками, мы в свое время следили за тем, когда они как раз ездили туда, на острова. И у нас родился проект, опять же, как можно рассказать максимально о этнике, только проверить ее через себя. То есть раз мои зрители моего канала и там главный фронтмен на канале я, значит мне нужно это испытать на себе. Поэтому мы приняли решение взять национальные виды транспорта, упряжки, собачьи упряжки, лошадь и оленя. И совместить их с современными видами транспорта. То есть это будет снегоход и мотособака. То есть люди одновременно будут стартовать, допустим, с Юкагира и до Новосибирских островов. Основная суть будет заключаться в следующем. Люди на мотособаке и на снегоходе будут одеты в максимально современную экипировку типа Red Fox, а команда, которая поедет на национальных видах транспорта, они будут в традиционной одежде. Причем, если это будет собачья, то это ивенская, если на лошадях это будет якутская, если на оленях это там будет юкагирская, к примеру. То есть вот и в этом-то вся суть, что она вся похожа, но с небольшими различиями. И ночевать они будут не в палатках, и все будет по-настоящему. И вот это будет прям такое большое, как реалити-шоу. И здесь будет спортивная составляющая со стороны гонки, и этническая составляющая, и рассказ про то, про подготовку каждому, куда отводят корни, почему здесь эти выбирают именно лошадей, почему здесь выбирают именно оленя, а здесь собак. То есть мы расскажем про то, какие широты, почему в этих широтах растет именно кормовая база под лошадей, а здесь под оленей, а тут вот удобно разводить собак, потому что они едят юколу, и им не нужно себе добывать вот в безжизненной тундре что-то. То есть вот все это мы расскажем именно вот посредством такого как бы некого реалити-шоу, как люди любят. Это будет определенный тоже реалити-шоу, которое будет снято, смонтировано и позже потом выложено. Возможно, мы даже его продадим какому-нибудь федеральному телеканалу, чтобы они его там... То есть, получается, мы сейчас анонсируем новый сезон сериала про Якутию? Мы переговорили с Германом, он сказал, я с вами, вот, поэтому он сказал, с моей стороны 50 лайк у меня есть, упряжки у меня уже есть, ну а дальше мы подключаем там свои активности и будем делать. Опять же, возможно, это станет зарождением какой-то новой традиции, потому что мы прекрасно знаем о известных заездах на собачьих упряжках на Аляске. Это вот он сегодня стартовала как раз экспедиция на Аляске. Вот у них ежегодно. Берингия. Берингия это наши. Это с Чукотки на Камчатку. И вот можно в Якутии что-то подобное запустить. То есть сделать на национальных видах, чтобы это было на лошади, на олене и на собаке. То есть как раз вы покрываете юг и центр Якутии, тундровая часть и арктическое побережье. Вот, возможно, это перерастет в что-то еще. Опять же, мы все знаем, что нужно всего лишь несколько вещей. Первое, это какой-то информационный повод, который станет притяжением. Там, вот такой, как там ЭСЭХ, полюс холода. Это все же информационные полюса, поводы информационные. А второе, это некая
Вот как, допустим, я уже говорил, есть очень хороший пример того, как в Финляндии сделали купольные отели стеклянные, с стеклянной крышей, и они запустили некую такую легенду про него. Что там можно северное сияние смотреть. Что можно смотреть северное сияние, но самое главное, что ребенок, зачатый под северным сиянием, будет невероятно счастливый, и самое главное, что он будет. Так вот, количество туристов, в частности и китайских, и азиатских, из Европы, оно зашкаливает просто зашкаливает. Мы были с женой там в мае месяце, то есть не сезон, уже не видно, потому что полярный день, уже не видно северное сияние. Было не попасть туда. На 15 дней все было расписано вне сезон. В сезон на 3 года у них все расписано. Это после этого у вас близнецы родились? Нет, мы так и не доехали, мы проехали мимо. Близнецы родились уже вот сейчас, вот под якутским северным сиянием, как я шучу. И получается, я к тому говорю, что вот здесь очень важно как раз вот, ну как бы, дополнительно развивать, потому что ты приезжаешь в Якутск, у вас в Якутске в самом городе есть абсолютно все. И усадьба Атласовых, и этническая часть у Германа, то есть покататься на оленях, и покататься на собаках, и на лошадях прокатиться, и мерзлотник, и музеи, все доступно, все есть. Только ты отъезжаешь чуть дальше, сразу прям вакуум, не хватает, просто вот не хватает этноса. То есть никто не говорит, что нужно всем перемещаться в национальные там, избы, одевать на себя национальную одежду, нет. Но внутренняя самоидентификация с культурой, ее немножко там не хватает. И вот, а туристу нужно именно это. И если я приеду куда-то в какое-то место, где в каком-то улусе будет такое мероприятие, то есть это как поначалу будут приглашенные гости, там, блогеры, кто будет освещать, а потом оно начинает становиться быть международным, открываются границы после пандемии, приглашаются каюры уже с Канады, с Алеутских островов, с Аляски, приезжают те, кто в Берингии участвует, потому что у них-то всего 2 соревнования в год. Больше нету. Они с удовольствием приедут сюда. Они весь год собак этих кормят для того, чтобы отправиться куда-то. Вот уже есть дополнительный центр притяжения. Поэтому, возможно, наша идея станет каким-то зерном, которое вот зародит, там, допустим, гонки к Новосибирским островам по маршруту экспедиции барона Толя на национальных видах транспорта. Богдан, но считается, что наша главная проблема – это плохо развитая инфраструктура и сложная логистика. Я как скажу вам следующее. Есть очень хороший пример Аймикона и Верхоянска. Вот у вас есть 2 полюса холда, это уникальные, ну тут про регион и про республику, о ее уникальности можно говорить вот очень долго. И у нас с вами даже одного дня не хватит вот поговорить про уникальные места. Но у вас есть 2 уникальных полюса холда. И вот они абсолютно говорят о 2 диаметрально разных подходах. Есть Аймикон. В Аймиконе у нас есть гостевые дома, они есть в Намторе, они есть в самом Аймиконе, есть, но гостиниц нету. То есть там пытались, насколько я знаю, построить гостевой комплекс, но по определенным причинам его не доделали. Добраться до Аймикона можно на автомобиле. То есть по времени это там, 2 дня туда, 2 дня оттуда, день или 2 дня там, вот неделя уходит на все про все. Стоимость тура туда, с учетом всей этой логистики, с учетом проживания в гостевом доме, она вполне себе вменяемая. Если я человек, у которого мало времени, а время это деньги, и многие за один день зарабатывают столько денег, что там какой-нибудь там бюджет там, района или даже области там столько не зарабатывает, то я хочу приехать быстро, и мне нужно быстрее все это делать. Тогда я могу прилететь в Якутск. Каждый день в Верхоянск летают самолеты, ну в Батагай, да, в Батагай летают самолеты. В некоторый день даже 2 раза в день 2 разные авиакомпании там выполняют рейсы. То есть я прилетаю в Батагай, там уже есть полноценный гостевой дом в виде гостиницы, Киселях называется или Кигелях. Я приезжаю туда, заказываю спокойно такси, чуть ли не через Яндекс. Еду 1-1,5 в Верхоянск, музей, метеостанция, мне рассказывают там, по пути заезжаю на Провал, если нужно по пути заезжаю на вот это вот лагерь Гулаговский, который находится в котловине, выезжаю оттуда, я за один день получаю всю информацию, которую мне нужно, за исключением купания, то есть там с этим немножко проблем, и улетаю назад, то есть я за 3 дня могу получить тот же самый полюс холода. И у вас есть на сегодняшний день 2 турпродукта под разных клиентов с разным подходом к отдыху. Аймикон и Верхоянск. То есть вы считаете, что нужно развивать оба полюса холода, и Аймикон, и Верхоянск?
Я думаю, что да. Это абсолютно другое направление. И опять же, если мы говорим про летний, летом Аймикон как таковой практически нету, за исключением озера Лабынкыр, да. А Верхоянск наоборот. Мы знаем, что есть Киселяхи, гора, на которой есть Кигеляхи, то есть первая часть. Мы знаем, что там есть трофейная рыбалка на Таймене. То есть просто вот он более, так скажем, круглосуточный, и он 360 дней в году работает, если говорить про это. И абсолютно разный подход. Хотя логистика и там сложная. Если говорить про совсем сложную логистику, то это, безусловно, Арктика. Добраться в Арктику это сложно, но опять же, смотря где. Если мы говорим про какой-нибудь там Тикси, если мы говорим про там, Белую гору, если мы говорим про Чукурдах, то, пожалуйста, насколько я понимаю, везде есть рейсы. Ты можешь сесть на самолет, где-то есть вертолет, где-то что-то, но ты туда можешь добраться. Зимой есть нормальная дорога. Многие не знают, многие просто в республике относятся к этому как к должному, но я вам скажу, что в республике Саха-Якутия самое большое количество в мире временных автомобильных дорог под названием Зимник. Никто в мире больше столько не делает временных дорог. Чтобы вы понимали, вы даже в самый отдаленный улус, в самый маленький поселочек, хотя бы раз в год туда, но какую-то дорогу пробиваете для того, чтобы доставить туда топливо, продукты питания, что-то еще. Есть вот Аляска, Канада, у них куча мест, куда вообще нет никаких дорог. У вас самый труднодоступный населенный пункт Юкагир, раз в год вы туда пробиваете невероятную, просто вот едет вездеход, который чистит, бульдозер, и за ним просто едет колонна грузовиков, которая везет туда все, что необходимо. Они делают завоз практически на весь год. Поэтому насчет транспортной логистики я могу сказать, что она есть, просто она специфическая. Она сезонная, я так больше скажу, она сезонная даже в Якутске. Пока у вас не будет моста, это будет сезонно. Потому что вы сами прекрасно понимаете, у вас есть время ледохода, есть ледостава. Вот эти два сезона вы не можете. Федеральная трасса Колыма. Пока нет моста через реку, то же самое. То есть вот тут весь регион такой. Это его специфика. И, возможно, опять же говорю, это его плюс. Потому что, когда вы сделаете мост, вы получите невероятно удобную логистику для себя. Но турист, который ехал сюда за мостом, к примеру, прокатиться на пароме, когда тебя подрезают все со всех сторон, когда машину ставят так, что там даже лист бумаги между ними не пройдет, это тоже определенная экзотика. Или я вам расскажу про интересную особенность. Вот как раз здесь, на территории Якутии, в Кюбеме, было невероятное место, которое было как раз место-легенда, так скажем. В свое время, лет 15 или 20 назад, Артемий Лебедев приехал в Кюбеме, и его поразила вот эта там кафешечка, которая была, тогда она была прям на коленочке, и он ехал на Чукотку, и параллельно с этим он наклеил свою одну наклейку на заправку. Заправка в виде бочки. Он наклеил туда наклейку и просто сделал об этом пост. И после этого на это место стали клеить наклейки. Так случилось. Одна наклейка, потом вторая, третья, четвертая. И вот год назад на этой заправке уже не было места, наклейки были по 6-му разу. Так я вам скажу, половина путешественников, которые ехали по федеральной трассе Колыма, ехали из-за этой бочки. Это, знаете как, понятно, что красота, понятно, что люди, понятно, что природа, но они ехали, чтобы наклеить туда наклейку. Это как место поклонения уже стали. И что вы думаете? В этом году владелец этой заправки решил изменить бочку на контейнер. Они убрали эту бочку и поставили просто обычный контейнер. Новенький, чистенький. И автоматом я насчитал порядка 60 или там 70 постов. Гневных. Все, да, культового места нет. А насколько дорого вообще путешествовать по Якутии? По-разному. Если ехать бюджетно, на одной машине, в складчину, то это будет не сильно дорого. Если ехать как у нас, когда есть вся команда, есть продакшн, который часть из них сидит на зарплате, подготовка, техника, страховки, заброска топлива, перелеты всей команде, проживание, питание всей команде, перелеты обратно, по возвращению на Большую Землю, монтаж всего этого. То есть это колоссальные деньги, я вам признаюсь честно. У нас есть огромное количество наших партнеров, наклейки, которые есть на автомобиле.
практически ни один из этих брендов не может себе позволить в одиночку сделать такой проект, потому что это все очень дорого. Ну, сами знаете. Тут как раз встает вот эта пресловутая логистика, когда ты приезжаешь в тот же самый Юкагир, а там нет заправки. Как заправиться, если там нет заправки? Ну, только с собой вести. Ну, либо заранее договариваться о том, чтобы под тебя емкость, либо привезли, да. И вот мы так и делали. Эта бочка в 200 литров выходит там по стоимости, как поддержанный «Жигули». Ну, да, у тебя эта заправка только тебе вот там, на день езды. Ну, то есть такой экстремальный туризм все-таки не для всех развлечений, да? Если ехать экстремально для себя, без вот таких вот целей, что там снять кино, вести с собой целую команду, еще что-то такое, поставить какой-то рекорд, куда никто никогда не доезжал, то все вполне нормально. Путешествия по зимникам, еще раз говорю, все зимники, которые у вас есть, они настолько комфортные, что по большому счету, когда мне кто-то говорит, что я еду по зимнику, это просто вот, нет, есть зимники исключения, потому что все подумают, что все настолько. К примеру, зимник по индигирской трубе. Место, где индигирка зажата со всех сторон не просто сопками, а таким прям каньоном, там всегда выдавливает наледь, и там, безусловно, проваливается огромное количество машин, и грузовых, и легковых, и даже если ты не проваливаешься, ты идешь по льду, по воде в наледи, перед тобой лед, он тебе разбивает всю машину, то есть там как бы опасное место. Но 95% зимников это вполне хорошая себе дорога, с хорошим трафиком, с понятной логистикой, с понятными заправками, с сотовой связью в точках, с медицинским обслуживанием, там, кафе, магазины, все это есть по маршруту. Поэтому по Якутии можно путешествовать бюджетно, интересно и, самое главное, составлять так маршрут, что даже небольшой отъезд от той же самой федеральной трассы Колыма может тебе позволить увидеть все, и этнос, и северное сияние, и какие-то интересные места, и места силы, и просто красивые места. Поэтому тут большой регион позволяет компилировать любую поездку. А бывает так, что подписчики вам пишут и просят присоединиться к вашей экспедиции? Бывает, но мы никого не берем только по той причине, что мы едем на работу. То есть мы едем, безусловно, как я говорю, это лучшая работа, которую я себе мог только представить. То есть я еду на любимую работу, которая мне доставляет удовольствие. Как только вот мне перестанет нравиться снимать кино и заниматься тем, чем я занимаюсь, я сразу начну чем заниматься другим. К примеру, я перестану вести блог, перестану путешествовать и займусь танцами. Ну, к примеру, или музыкой, или петь начну. Но вот я сразу поменяю в тот же момент свой род деятельности, как вот, так скажем, все уже, я буду делать это через силу. Потому что тогда это будет уже так, работа ради работы, а не работа ради результата. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. В гостях у нас был известный блогер, путешественник Богдан Булучев. Наблюдать за путешествиями которого по Якутии теперь можно будет и на нашем телеканале.